Вторая часть программы «Мордовский блок новостей», «Эхо Мордовии», Ирина Владимировна Абдрашитова, Денис Викторович Бышов. Продолжаем обсуждать факторы, влияющие на высокий уровень числа онкобольных у нас в Мордовии, второе место в России. Вот смотрите, есть такой фактор, как опасное производство. Еще в 2015 году бывший руководитель Росприроднадзора сообщал, что у нас крупные предприятия раньше находились в центре города. Их производство было настолько вредным, что при проведении биохимических исследований в волосах и костях рабочих находили ртуть. Десятки тысяч тонн загрязняющих веществ выбрасываются ежегодно в атмосферу. И есть у нас радиационно опасный объект в Мордовии, саранский филиал научно-технической физики и автоматизации. Потом в 2017 году начальник Росгидромета сказал, что какое-то предприятие проводило эксперимент у нас в Мордовии, и был выброшен радиоактивный металл в атмосферу, торий, в 12 раз превысил фон. Вокруг Саранской и Мордовии нигде это не обнаружено, только у нас. Значит, какое-то предприятие решило поэкспериментировать. Биохимик возобновляет линию. У нее сейчас уже 100 в ассортименте препаратов, и еще 150 планируют производить. Открывают 5 цехов, современную лабораторию, тоже насчет безопасности. Дальше Рузаевский стекольный завод восстанавливает производство. 310 миллионов единиц стеклотары будет ежегодно производить. Лисма возобновляет производство. И так до сих пор на большинство светотехнической продукции в СНГ производят. А вот рассказывают по воспоминаниям, особенно в ртутном цехе номер 8, там рабочие прям по лужам ртути ходили, там под линолеум затекало. Ежегодно 80 килограмм уходило в атмосферу ртути, 180 килограмм в сточные воды. Лужи смерти называли эти ртутные лужи. И продолжают открываться заводы. И Лисма восстанавливает, и оптиковолоконные системы увеличивают объем производства в Темниковском районе. Новый асфальтово-бетонный завод на месте кирпичного завода. Как вы считаете, вот эти восстанавливающие свои производственные мощности предприятия в Саранке, в Рузаевке и в других крупных городах Мордовии, так ли они безопасны? И не увеличивают ли они, не будут ли они снова в новую волну увеличивать число онкобольных у нас в Мордовии, как считаете? Будут. Ужасная новость. Хоть рабочие места увеличатся, но новость ужасная. Но с другой стороны, конечно, все-таки если статистику, все-таки Россия у нас не самая загрязненная страна. Самая загрязненная страна это Китай и Индия, по большому счету. Ведь почему-то в Китае практически все производство, и даже посмотришь на небо Тяньшани, допустим, да, оно там буквально смог. Но почему-то Россия занимает все-таки второе место по онкозаболеваниям, а не Китай. Поэтому здесь нужно еще, может быть, не факт, что, может быть, еще экология может повлиять на онко, может быть, какие-то еще другие факторы, скорее всего. Потому что не обязательно. Может быть, тут еще психологические или проблемы в этом плане, только экология. Значит, вот это Росприроднадзор. Вот он сообщает, какие опасности. И потом мы сейчас видим, что открываются, и вроде бы, получается, Росприроднадзор гарантирует фильтры, безопасность производства, экологически. Стоит ли доверять вот этому ведомству? Под вопросом. Дальше у нас есть ведомство Министерства чрезвычайных ситуаций. Они отвечают за то, что предприятие готово к тому, что если возникает ЧП, какая-то природная или техногенная катастрофа, предприятие профилактически подготовлено к любому вот этому ЧП, и общество может стать спокойным. Вот мы видим результаты работы МЧС, насколько оно профилактически подготовило предприятие к таким явлениям. 28 июня над Мордовией прошел «Смерч». Он прошел над Рузаевским химическим заводом, сорвал крышу, разметал обшивки стен, ливень затопил весь цех, до смерти напугал рабочих. Вот качество работы МЧС. Вот оно в каком состоянии подготовило Рузаевский химический завод в центре Рузаевки, от которого зависит жизнь десятков тысяч людей. Дальше, 24 июля в цехе Лисмы от перегрева масла загорелся вакуумный насос высокого давления. Еле потушили, эвакуировали 20 человек. Как вот вы оцениваете, насколько мы в безопасности, если мы вот из-за таких мелочей можем погибнуть? Нам ничего не остается делать, как верить в фильтры, очистные сооружения и в хорошую работу МЧС. Больше ничего не остается, только верить. А как мы оцениваем? А ругать их нам не остается за плохо проведенную работу? Хотя бы мы сейчас поругаем, им будет стыдно, и они в следующий раз
Рузаевский завод с химической продукцией Если бы они хуже обезопасить. работали, было бы еще хуже. А если они будут лучше работать, будет еще лучше. Один Сергеевич. Ну тут, конечно, опять же, много факторов. Я не знаю. Начнем с первого. Ну, мне кажется, наверное, Ирина Владимировна все хорошо рассказала. Мне даже нечего сказать. Ну, подготовленность больше, подготовка. Чтобы они знали свою инструкцию, четко, что выполнять работники МЧС, да. То есть начальство, руководство будем менять сколько угодно, а вот саму политику, саму структуру, сами меры воздействия тоже подлежат какому-то либо изменению. А не просто вот нам не понравилось, допустим, мы давай поругаем либо снимем. Это тоже неправильная позиция. Тут нужно еще уметь и поощрять, не только ругать. У нас вот как в России принято. Хорошо сделаешь, никто не заметит. Плохо сделать, поругать обязательно. Нужно их не только вот ругать, но еще и поощрять и давать какие-то вот... Вот у нас поощрили бывший руководитель МЧС Мордовии, сейчас возглавляет Рузаевский район. И Владимир Дмитриевич Волков, недавно были совещания, он вот именно выделяет его, как, ну я прошу его не обижаться, что судя по этому выступлению, видно, что Владимир Дмитриевич недоволен его вот, эффективностью расходования бюджетных средств, что там затягиваются начало строек, значит, вот качество менеджмента. Но это нечего комментировать. Вот смотрите, я ищу спасение вот в 3 вещах. Называется альтернативная гражданская служба, волонтерство и международная помощь. Кто нас может спасти от вот этого эпидемии в Мордовии? Напоминаю, что военный комиссар весной озвучил цифры, что в альтернативную службу в весенний призыв шло только 2 человека. Более 1000 шли учиться там бомбить Сирию, убивать украинцев и 600 уклонистов. Это почему? Потому что у нас позорно идти в альтернативную службу. Потому что мужчина, с точки зрения общества, не должен идти помогать там своим соседям вылечиться от неизлечимых болезней, носить им, там, поднимать тяжести, там, медикаменты покупать. Мужчина должен танк мыть, идти с автоматом захватывать территории, курортные полуостровы и территории, там, где шахтеры живут. Или это, понимаешь, сирийцев спасать. А вот наших земляков, соседей, 1500 от рака умирают соседи. А молодые люди выходят и идут куда-то туда, уезжают и там учатся, как запускать по Америке межбаллистическую ракету. А я считаю, то есть, потому что общество считает, что это позорно, мужчины. А я считаю, что как раз мужчина вот должен заниматься тем, что спасать от болезней людей, своих, тех, кто живет даже вот здесь, в Мордовии, 1000 людей больных. Им не хватает врачей, им не хватает спасения. И я считаю, что надо выйти за несколько лет на стопроцентный, чтобы 100% вообще всех призывников шли в альтернативную службу. Это получается, что если 1000 в каждый призыв, значит 2000 в год, значит, если они служат 2 года, значит, ежегодно 4000 человек в Мордовии шли бы в больницы, сильные люди, молодые, они, значит, врачи могли бы специализироваться на онкозаболеваниях, сердечно-сосудистых заболеваниях. Сразу у нас бы медицина бы выросла, если бы люди шли реально помогать людям, а не идти там, готовиться уничтожать Америку. Дальше. Вот добровольцы, волонтеры. У нас по данным МЧС 4500 волонтеров спасают от пожаров. Уже 57 пожаров они сами потушили, 124 вместе с МЧС. Наталья Викторовна Романчева, поиск 13 регион, считает, что это в несколько сот раз преувеличена цифра. Но тем не менее. И международная помощь. Гринпис России летом приезжала помогать ликвидировать последствия лесного пожара в Мордовском заповеднике. 357 гектар горело. Редкие виды животных и растений. И организация по запрещению химического оружия международная выделила деньги России на то, чтобы уничтожить все химическое оружие в России. И уже 40 000 тонн уничтожили. И сказали, что мы уже все уничтожили, больше нет. Но по этому поводу мы еще вернемся. Как вы считаете, могут ли нас спасти альтернативники, волонтеры, международная помощь? По поводу альтернативной службы не то, что зазорно считается, а скорее всего информации у призывников нет, что вина есть Минздрава. такая. Минздрав должен их уговаривать, умолять. Говорит, у нас Хотя бы люди информацию умирают, а предоставлять, ты куда что уезжаешь из такая Мордовии? служба возможна. Хотя бы информацию. Потому что, скорее всего, другой информации им предоставлена или вообще их не спрашивают. Я не
знаю, но, скорее всего, просто не знаю. Они должны Что можно. стоять, чиновники Минздрава, на коленях у военкоматов, и каждого, кто соглашается идти в танковые войска там, или артиллерийские, рассказывать ему: смотри, твои соседи умирают от рака, а умирают от сердечной сосудистой, им не хватает врачей, им не хватает, за них уход нужен. А ты уезжаешь там на самолетах учиться летать. Не время сейчас пока развлекаться-то, я считаю. Гражданская позиция должна быть. Притом озвучена должна быть. Так же активно, как Ну, тут, во-первых, средства массовой информации еще влияет. Ну, понятно, сейчас как бы модно всегда было быть там, иметь танки, быть солдатом, иметь защищать родину. Как бы, на самом деле это просто модно. Вот. Потому что действительно, конечно, любому мальчишке будет интереснее с пистолетом быть, да, иметь себя калашников, чем ухаживать за инвалидом. То есть это, для него это, допустим, намного скучнее. Ему может быть интереснее, допустим, узнать технику. То есть, понимаете, как бы здесь нужна определенная как бы привлекательность. Привлекательность всего этого. То есть, как бы на самом деле, не то, что политика, но вот то, что волонтерство, которое сейчас поставлено на государственные рельсы, ну, естественно, конечно, государству выгодно, да, не платите, пусть там ребята все делают бесплатно. Но, с другой стороны, тоже, конечно, очень суперский проект, на самом деле, да, то есть, ну, как вот все равно, как у тимуровцы раньше были, да, вот так ощущение, что как волонтеры. То есть, на самом деле, как бы здесь, знаете, здесь нужно все-таки работать с населением, работать с людьми. У нас как воспитывают в основном? У нас потому что сейчас многие погружены в свои семьи. Опять я про семью говорю, да? Дети, картошка, морковь, дача, телевизор. Понимаете, вот нужно уметь воздействовать на молодежь как-то, на их родителей, чтобы они не были зациклены на своей семье. Ну что, допустим, после работы они бы вышли бы на улицу, пошли бы собирать мусор, прошлись вместе с дружинниками, прошлись вместе с волонтерами. А у нас получается так, что как бы многие люди, они почему-то все сидят дома, им никуда не хочется идти, им это неинтересно выйти, им это неинтересно. Мы лучше возьмем водку, возьмем алкоголь, посидим на кухне после работы. Ну какой у нас там урожай картошки в деревне, вот чем живет народ. А здесь необходимо как бы людей привлекать, уметь как бы воздействовать на них, уметь их, ну даже с чего нужно начать. Допустим, около дома мусор, да? Выйти на улицу и позвать всех соседей, давайте уберемся около дома. Тоже, по сути, хороший вариант. Тоже как бы воздействие на экологию, тоже как бы вариант. А у нас получается так, что как бы здесь нужно воздействовать, нужна какая-то определенная политика, чтобы действительно люди шли волонтеры, а не просто вот где-то, что как написано. А говорить с родителями, говорить с детьми и так далее. Чтобы люди не просто были озабочены кто будет говорить? заработком. Учителя, преподаватели. Учителя, преподаватели, все. Не просто, чтобы зарабатывали, ну, начальник, руководитель, допустим, вот, руководитель какого-нибудь предприятия, допустим, да, вот, они просто вот, сколько денег, ну, вот это на самом деле не самое. 2 года назад, 12 августа, умер божественный человек Лев Александрович Федоров. Он последние десятилетия своей жизни посвятил тому, что выявил на территории Советского Союза, в архивах лазил сотни мест, около 500 мест замусоривания территории Советского Союза химическим и биологическим оружием, свалки, мусорки, которые спрятали просто вот военная армия советская. Она бросила на военных базах, складах, полигонах. И это нам в будущем поколении предстоит найти, потому что это огромное смертоносное оружие, которое просто неряшливо закопано. И вот он выяснил, в том числе в 2001 году, опубликовал документ из военного государственного архива, что в Мордовии тоже находится подземный арсенал боевого химического оружия, заброшенный, с фосгеном и ипритом, которым уничтожали в Первую мировую войну. И с того времени, в конце 20-х, закопали и оставили. 2 версии, где он находится, этот склад, который потенциально угрожает смерти десяткам тысяч наших жителей Мордовии. Он отравляет грунтовые воды, потому что там уже металлическая, как сказать, патрон, он разрушился у этих боевых снарядов, и в грунтовую воду уходит, и почва отравляется, и когда начнут какие-то копатели там копать, есть опасность, что это все взорвется. 2 версии. Значит, менее правдоподобное, это что на военной базе, по официальной информации, это под военным складом номер 62. Вот что такое военный склад 62? Военная база в Саранске всегда называлась, вот, это как раз есть военный склад номер 62. Но, возможно,
арсенал, как сказать, склады этого разбросаны по Мордовии. Но если это прям там находится, тогда вот мы... Какая опасность? Вот у нас летом пожар был. 3 склада на военной базе сгорели. Черный дым шел до небес. Если бы под одним из складов был вот арсенал боевого химического оружия, это был бы взрыв, значит, военной базы, многоэтажки, химическое оружие под ветром полетело бы и заразило бы десятки тысяч людей. Более версия правдоподобная, это в центре Рамаданова станция «Красный узел». И журналист столицы Валерий Яцев в 2001 году пообщался с местными жителями. Там как раз указывают на место. Это место находится неподалеку от нынешней нефтебазы за железнодорожным переездом. И вот рассказывают, что это было как минимум 4 длинных склада длиной более 150 метров. Потом в 30-х сами склады разобрали, а под землей все это оружие так осталось. И вот мы видим недавно, значит, в Рамаданове, во-первых, может нефтебаза взорваться и сдетонировать химическое оружие. Потом сейчас, вот летом, несколько месяцев горел полигон мусорный. Если бы он горел над ним, это тоже могло бы взорвать это химическое оружие. И вот недавно, мне понравилось особенно, выделили деньги на реконструкцию парка в Рамаданове. Там скамейки, мостики красивые, озеленение территории. Смысл, если в нескольких 100 метрах находится по земле склад боевого химического оружия, там тонны, который может уничтожить все Рамаданово со всем населением. Смысл тратить. Вот как вы относитесь к тому, чтобы найти это место, утилизировать, чтобы гарантировать безопасность на будущее десятилетия для жителей Рамаданова или центра Саранска? Тем более до конца этого года еще международная организация выделяет России деньги на то, чтобы уничтожить все остатки химического оружия. Как вы считаете? Это необходимо сделать. Я тоже так считаю. Ну как же? Обязательно. Только кто за это возьмется, за поиск, это же дорогостоящее мероприятие. Вот я призываю Кто на все это уровни пойдет? власти Мордовии обратить Общественность внимание. поднять нужно обязательно. Вот как ты поднял общественность репрессиями. Получилось же. Вот точно так же этим надо заняться. Потому что к чему это И приведет? не одному. Это приведет к тому, что руководителя Рамадановского района поставят руководителем какого-то завода, министра, отвечающего за экологию Мордовии, какую-нибудь там премию там лишат, половину премию, а десятки тысяч людей умрут. И скажут, ну мы же не знали. А столица опубликовала в 2001 году эту информацию. Денис Викторович. У нас, в принципе, хроны оружия не только химического осталось, но и огнестрельного оружия. Можно поехать в юго-западный лес. Помните вот эти лихие 90-е? Нет, не то, что можно поехать, а фильм покажет, там хроны оружия. То есть у нас наследие, наверное, осталось с 90-х годов, а не стоит, наверное. Еще по телевизору очень много про это говорили. Что касается химического оружия, наверное, химическое оружие, наверное, есть в каждом регионе, наверное, да. У нас ведь тоже Мордовия многострадальный регион тоже по экологии. Возьмем Елгу, да, там тоже остались элементы Чернобыля, да, и Рамадановский район, и довольно-таки и Чалковский, которые пострадали. А что касается химического оружия, здесь нужно утилизировать его, построить перерабатывающий либо завод. У нас есть ближайший Они завод. есть в России, построили вот 6 штук. Построить в Пензе, ближайший регион в Пензе. Конечно, вот, насколько я знаю, в районе Ахун построили, но были очень многие против пензяки, да, из-за того, что вот, в принципе, те, кто работали, у них были проблемы по здоровью, кто работает на этом предприятии. Нужно еще найти людей, кто бы работал, да, потому что на самом деле у работников тоже происходит влияние на организм, они тоже, у них есть риск к данным заболеваниям. Здесь нужно построить заводы по переработке вот этого, допустим, оружия, мусора и так далее. Это тоже дорогостоящий мало. Нет, заводы есть. Вот специально по этой программе международные построили заводы. Просто у нас это в конце 20-х снесли, и все, и тема это забылась. А он в 2001 году это опубликовал Государственный архив, и, может быть, не все об этом в курсе. Вот я довожу до сведения, что это вот... И тем более, вот мы, допустим, есть такие случаи, новости, что кто-то нашел на свалке порох, пошел продавать, ему сейчас вот до 5 лет грозит. Порох нашел, а если человек химическое оружие поедет в Сирию продавать или в Северную Корею? Знаешь, что это химическое оружие, здесь должны быть еще знания какие-то. Столица опубликовала. Она обладает. А дальше, вот, допустим, в Рузаевке переполох был. Дети ржавую гранату нашли около сносимого здания военной базы. Все там, взрывотехники приехали, а тут
Понимаешь, в центре Рамаданова или Ну, в тут, центре во-первых, Саранска. знаете как, вот, во-первых, Владимир, не все, если найдут какое-нибудь там химическое оружие. Все люди разные, у каждого есть процент совести. Для кого-то война это зло, для кого-то это как мать родная. Все мы люди разные. Вот, допустим, если ты нашел, Владимир, бы химическое оружие, естественно, конечно, ты бы сообщил в милицию. Кто-то продал в Сирию. Но все мы люди разные, зависит еще от уровня совести, кто как с этим поступит и так далее. Ну, конечно, нужно обезопасить население, известить его, что нам, но опять же, знаете, у нас так любят извещать. Нас извещает, это может привести к панике, опять же, да, и будет массовый отток населения, это тоже неправильно. Здесь должна быть какая-то другая политика, да. Лучше без паники Правильно, замолчать, потом взорваться, потом сказать, мы не знали. Не то, что без паники, Вот да, это без паники. но как бы организовать какую-то вот, известить, меры защиты сказать, как с этим работать. Что В общем, есть опасность. найти, вырыть, утилизировать. Дальше переходим к следующей теме. Вот чернобыльский след, Денис Викторович уже упоминал. Действительно, Росгидромет говорит, что до сих пор в Мордовии есть территория загрязненная в результате техногенной аварии. Потом в 2017 году руководитель Мордовского центра гидрометеорологии сообщил, что спутниковое исследование показывает, что есть до сих пор следы чернобыльской аварии в Мордовии. В 1986 году данные, что в центре Саранска и Светтехстроя, и сравнивали с юго-западом. На юго-западе в 2-3 раза выше было гамма-фон, а в Елге вообще почти в 10 раз выше, чем в центре города, где мы сейчас Там находимся. только, я перебью, не только Елга, еще другие районы, Рамадановский. И другие, да. Всего 28 Просто населенных говоря, пунктов в постоянно. Мордовии. Ну, просто раз мы в Саранске, и вот так, то есть на юг Саранска упало вот эти радиационные осадки, но так как на юге, западе там живет много людей, то решили их не включать в льготы, потому что у нас деньги сэкономили, чтобы строить там подводные лодки, танки, крейсеры, бесконечное количество оружия, и на льготах сэкономили. Оставили только Елгу, там Монастырское, Пушкино, села. Итак, у нас сейчас пока осталось, было 28 в Мордовии, сейчас до 15 снизили после измерения. Всего в России 14 субъектов. 1500 в Мордовии было ликвидаторов, а всего пострадало в Мордовии от радиационных осадков 13 тысяч человек и 2000 детей. 1,5% населения. Яблоков, вот, член КОР Российской академии наук, председатель фракции «Зеленой России» партии «Яблоко», вот он говорил, что Чернобыльское облако 300 или 400 крутилось вокруг планеты, 400 миллионов человек на планете заразились. Всего он считает 830 тысяч ликвидаторов было. Из них, вот у нас один дал интервью, Василий Дмитриевич Гусляников, он ликвидатор. 130 тысяч ликвидаторов уже умерло. Средний возраст 43-45 лет. Это же самые молодые, самые здоровые парни, там, мужчины шли ликвидировать. И вот такой у них средний возраст. Как влияет радиация на человека. А Министерство обороны в 1987 году издало распоряжение секретить, не ставить соматические расстройства в связь с ионизирующим облучением и не отражать цифры, до какого уровня было облучено. Поэтому у них фальшивки в военных билетах, насколько их там облучили. Как вы считаете, это тоже отразилось на уровень онкозаболевания в Мордовии? Ну, это отразилось. Но я вспоминаю, вот, когда взорвался Чернобыль. Ну, я еще, конечно, был в детском саду в это время был. Я помню, пришел с детского сада, это было как раз 26 апреля, это было 27 апреля. Нас же поздно известили, да? Вот. И вдруг я сижу на песочнице, 5 часов вечера, это не знаю свое детство, 5 часов вечера. И вдруг странно, меня домой быстро загоняют домой. Обычно в 10 загоняли, да, эти 5 часов, ну-ка быстро домой. Я думаю, странно, почему меня так рано загоняют домой. Потом я узнаю, что, оказывается, взорвался Чернобыль, и это везде, и ну, как бы, вот, отчетливо помню этот день, вот отчетливо помню, когда был взрыв, и как вот вообще, как мы вели, и что неожиданно улица Светтехстрой, где вырос, она резко опустела. Детей никто не играл, всех домой загнали, как бы это вспоминаю. Но что касается вот Чернобыля, да, вот это данные техногенной катастрофы, ну, в принципе, конечно, да, много очень довольно-таки историй. Конечно, здесь много еще надумано, мне кажется, много надумали. Но, естественно, конечно, большой интерес к Чернобылю проснулся, наверное, вот в связи с тем, что недавно, если вы слышали, фильм выпустили англо-американский «Чернобыль», да, вот там Сериал, да. Сериал, да. И даже говорят, что турфирмы говорят, что резко туда стали приезжать в Чернобыль туристы, чтобы посмотреть на самом деле. Ну, понятно, конечно, не слишком больно агрессивно представили, и представили наших правительств, что они якобы там, ну,
в не очень хорошем свете. Да, Ну, я Очень смотрел, вот я на выходных как раз, тех, кто Эти- участвовали в ликвидации, они описывали, что, в принципе, очень правдоподобно. И ничего там Но особенно есть, не но преувеличено. есть те, которые говорят, что это неправильно. Но много критики было, да. И, в принципе, конечно, ажиотаж, конечно. Ну, хотя ты знаешь, вот на самом деле я смотрю на молодежь, у некоторых модно даже съесть. Даже играет в Сталкер, насколько я знаю, компьютерная игра. И даже у меня есть пару студентов, которые иногда даже ездят в Чернобыль, чтобы в качестве Сталкер, чтобы, допустим, даже просто съездить туда. Ну, как бы это уже растет на уровне туризма. Что касается влияния, это вопрос, конечно, такой открытый, понимаете, здесь как бы нужно все-таки исследование какое-то проводить снова, да, снова специалист нужен, чтобы все проверить и так далее, и так далее. Вот у нас специалист, Ирина Владимировна. Специалист. Твоих новостей про онкозаболевания, про Чернобыль, про химическое оружие, руки опускаются, не хочется ничего ликвидировать, искать оружие не хочется, лечиться не хочется, а хочется адаптироваться как-то к этим условиям, просто адаптироваться. Как вот в теплице огурцы растут, там же очень много химических веществ на них действует. А принесешь, они целую зиму лежат, не портятся. И люди также все выше и выше становятся и дольше живут. Как-то психологически хочется адаптироваться к этому. Да, А делать ничего не хочется после таких новостей. чтобы не перегореть. Одну тему мы не успеваем рассмотреть, батарейка вот мигает, буквально по полминутки. Скажите, мы последняя новость, это когда мы берем пример с других стран. Вот я беру пример со скандинавских стран, которые и во время Чернобыльской аварии первые нам стали сообщать, что у вас тут, понимаешь, показатели какие, вы примите меры, а мы засекречивали первые дни, первые недели. Ну, это И фильм сейчас вот показывает тоже всё в июле у нас в Норвежском море около подводной лодки тоже обнаружили 100 тысяч раз превышение норм, до сих пор подводная лодка лежит, там фонит. И тоже это норвежская компания. Буквально секунд по 20 скажите, правильно ли брать пример, чтобы обнародовать, раскрывать общественно значимую информацию, как в скандинавских странах, в Мордовии? Ну, на самом деле, обнародовать нужно. Ну, на самом деле, конечно, знаете, вот из-за того, что у нас сейчас появились много скандальных фильмов, да, которые обличают нашу власть, вот, допустим, Чернобыль, да. Еще один фильм, который обличил нашу власть, это вот Курск. Не смотрел? Нет, наверное, Курск, да, вот. Он тоже обличал. Но здесь не только нужно обнародовать, тут нужно принимать эффективные меры и привлекать к помощи не только своими силами, но можно привлечь и норвежцев, и американцев в помощь. Не обязательно только своими силами. И фильм «Чернобыль» может быть направлен просто против российского атома, а не против вообще экологической катастрофы как таковой. Кто еще знает, какая политическая подоплека у новости как таковой может быть. Осторожно нужно ко всему относиться. Ну, какая бы ни была у них подоплека, те, кто принимали участие в ликвидации, вот я смотрел, они плачут, насколько, что хотя бы чуть не даже не впервые сказана правда за нас. Чужая страна, актеры чужой страны сказали правду, а у нас в нашей стране мы до сих пор вот так хорошо и правду это не подали. Поэтому Нет. плевать на подоплеку, главное, что Нет, ну правда. понятно, актер, но консультанты, русские мигранты есть консультанты, по большому счету. Может быть, это с инициативы русских мигрантов все создано, по большому счету. Не опускаем руки. Здорово, что мы все это сказали, еще про радиацию не проговорили, но мы эти вещи должны проговаривать как граждане, которые берут на себя ответственность за общество. И вот эти ужасы мы все озвучили, сказали, какие опасности могут быть в перспективе. Мы должны поэтому заранее говорить, предсказывать, что может быть ужасное, чтобы этого не произошло. Потому что если лучше это проговаривать. Можно добавить, Владимир? Да. Но тут не только вина человека, тут вина и природа. Но, допустим, взять озоновые дыры, которые в Антарктиде. Ведь, по сути, ведь тоже от человека не зависит. Ведь тоже, это, может быть, это влияние, не обязательно, что человек. Тут может быть и природные катаклизмы. То есть не всегда нужно видеть человека в проблемах, экологических проблем. Тут, может быть, и совсем другие. Вулкан действия, и озоновые дыры, и которые не по нашей вине могут возникать. Иногда некоторые вещи. Пока над нашей камерой не открылась озоновая дыра и не закончилась мигающая батарейка, напомню, что летние новости из жизни Мордовии в программе «Мордовский блок новостей. Эхо Мордовии» комментировали прохладным августовским вечером. Но мы выдержали. Да, Ирина Владимировна Абдарашитова, Денис Викторович Бышов. Спасибо вам большое. Спасибо тебе.